Здравствуйте, это программа «Новости», в студии Саид Ахмадов, и вот что будет в программе. Встреча с избранными главами субъектов Российской Федерации. Люди связывают с вами свои надежды, ожидания, изменения жизни к лучшему. Путин поздравил глав 9 регионов. Инвестиционная площадка региона расширяется. В республике появится первая и единственная геостанция. Сезон дождей поднимает тревогу. Существующие старые мы прочищаем, делаем соответствующий ремонт и мониторинг. Город готовится встретить погоду в любом настроении. В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с 9 вновь избранными главами субъектов Российской Федерации, среди которых и глава Чечни Рамзан Кадыров. Президент России отметил, что главам необходимо быть политически нейтральным и оправдать доверие граждан, которые они получили в ходе голосования в единый день голосования. Глава государства поставил перед новыми руководителями исключительно важную задачу – сосредоточиться на решении вопросов, связанных с благосостоянием населения. Люди связывают с вами свои надежды, ожидания, изменения жизни к лучшему, на решение вопросов, которые стоят перед страной, в целом перед регионами, которые вы будете возглавлять. Вы все люди опытные, кто-то уже в течение длительного времени работал в качестве руководителя регионов. Кто-то начинает, но тем не менее граждане, когда голосовали за вас, исходили из того, что считают вас яркими, настоящими лидерами, которые способны собрать работоспособные команды, возглавить и решать задачи, необходимые для развития регионов. Нужно сосредоточиться на решении самых непосредственных, на первый взгляд, простых и, может быть, даже скучноватых вопросов, но именно таких, от которых зависит благосостояние каждого конкретного человека, каждой конкретной нашей семьи. Между тем, в адрес Рамзана Кадырова продолжают поступать поздравления с избранием на пост главы республики. Его поздравляют известные политики, спортсмены и деятели культуры. А в районах республики жители празднуют победу Кадырова народными гуляниями. Слово Ларисе Джабраиловой. Первая неделя после выборов. Избранный глава Чечни получает тысячи писем из разных уголков планеты. В них поздравления с победой и пожелания добра, мира и процветания. Авторы обращения единодушны в одном. Чеченский народ сделал правильный выбор. К поздравлениям присоединяются политики, богословы, деятели культуры, известные спортсмены. Я поздравляю весь чеченский народ и всех жителей нашей республики с избранием главы Рамзана Ахмадовича Кадырова. Это для нас подарок и счастье. И поздравляю Рамзана Ахмадовича Кадырова с избранием, перед избранием на новый срок. Человека судят по делам. Мы хотим жить в этом мире, и мы хотим жить еще лучше. И будем, да, Алла, жить еще лучше, если во главе нашей республики будет Рамзан Ахмадович Кадыров. Вот это был наш выбор. Вот за это мы голосовали. ماش داغي ترى مصو أورة موقع حجرة تاقة ويا ديك أما وين خلونش وين خا وين جندل همش هند ومو عشلو خا وين مو ماش عشلو فرق ديخش благодаря وي باتش رمضان أحمدович ديث يا والش هيتي توقيتش بتشاتوني سيتابينا رمضان أحمدович كديرو ما قالنا عمد هاش صورت ماجين فوتبول جيتشي о шейнавидере бош ой вагам буквально дуненде любой давланчмета. Период руководства Рамзана Кадырова стал экономическим и культурным ренессансом Чечни. Фактически появилась новая республика с новыми идеями, стремлениями и верой в будущее. Народ прошел путь духовного подъема. Грозный превратился в центр исламского призыва. Я был здесь, когда проходили выборы, и видел, как это происходило. Тысячи людей пошли к избирательным урнам, чтобы отдать свои голоса за Рамзана Кадырова и тем самым заявить о своей поддержке. Они посчитали Кадырова самым достойным кандидатом, потому что он вернул мир и безопасность, дал людям надежду, улучшил их жизнь. Всевышний проявил свою милость этой земле. Я хочу от всего сердца поздравить избранного главу Чечни и весь чеченский народ с этим прекрасным событием. Мы хотим поздравить Рамзан Кадыров с тем, что он одержал победу на выборах. Далее тобой, Рамзан. Вы массам берегте уиза, молодцы, вон лилинг, вон гушмаду, хушмаду, так, волштука, бегал дуэнинс. شعبك خز عماشر بدو مسوما أز مقش مارش دو نيقش دو مسوما دو كرتنجا
ده درس خليل على درس رمضان أحمد وشينا يو خارجنا وين يولش خزاخ يتسون جو رمضان وتقي خارج بتشعور التغيير صن سجع إنسان كانديداتور ويو التغيير صن يشادقي وين قوش دو قص حقي عند عايش يعني ده بيحكي وين ده متع وين وزن ده. Победа Кадырова на выборах превратилась в национальный праздник. Это событие уже на протяжении нескольких дней отмечают по всей республике. Жители Урус-Мартана собрались на народное гуляние. Участники торжества в национальных костюмах организовали лоузер. Для всех желающих накрыли столы с блюдами чеченской кухни. شيء سدادي لوشول تنتهي مخ خليل داتر وزن قون خوش كيش مخشنا نا دلع هو ليقام باش باتش بخارج نخوي دالا وين متحول إدالا ويدقون حج خليلي ديكا وديكا ومصهم ديش ونيغوقي حشو إداريس خيلسون وزن ديلا إي غلبا أخوات وني إيوي بشغلني خزا خيتا جو ريزي يخصصون رمضان أحمد وشكديرة هو خارج مشكح شقوى لنا دقر دير الوها دال أحدين تحيقش خانة أتو خلها دال تكون متح بيرك تاخلي لها ها طولم هو مريح باقن بو إذا صباحا دوش دات هندس أها ويخل نأمخنا جدلن ست بين أتونش بين حيلش أساريوها إدز دي خشمونت إدخكي دال أخو بول هذا كا يوريها رمضان خارجين إتشق والجو دقة دوش خزيتش دوت دال وين إيش تغنسن ماشري بركتي لاتويل دال تكون متح تخصون متح دقة دي دويلوي. Креативно отметили переизбрание главы студенты и преподаватели Чеченского государственного университета. На площади перед ЧГУ они организовали флешмоб под девизом «Лидер один, народ един». Как показали результаты голосования, с этим лозунгом согласно большинству. Жители республики уверены, голос за Кадырова – это вклад в дальнейшее процветание региона и уверенность в стабильном будущем. Впереди у вновь избранного главы немало работы, чтобы оправдать доверие граждан. Лариса Джабраилова, Зураб Центроев и Джамлел Хаджалиев. Новости. Успехи Кадырова сегодня признают даже его бывшие противники. Тот, кто воочию увидел республику, уже не может отрицать огромные усилия, приложенные для восстановления региона. Вдова экс-президента Ичкерии Аслана Масхадова вернулась на родину в начале этого года. Сегодня она признается, чеченцы выбрали наилучший путь вместе с Рамзаном Кадыровым. غالي شو سيوشينا يغال سونيوزات سيوزر باقي خيس مشكير سوسياسيلر يرتشتويلا غالي شو يجامو خلي غال سونيوزات سيوزر أتصل خيسيل تويل هزيل إذا تاتير نحسن أتسكيبر كإزك خان أتصل غال تويلر دقم خيتر سونم из пепла восстал прям город Архвы. إيش سجوا سياسيلر أصلنا وين ريسبوبليكا خيل قيمش عجوش ما بيوين خيس مش بقي خيس مش بو أتصندر شيقاج نبيل الخيط صن رمزانين خلقوا قيدا تصنخ تيش تنقر ديكش بالخي سأتيسوش إيش تسنا الخيط صن خلقوا تسن قاج دالي خلقنا وين ريسبوبليكنا دالي بيركتي ويل ديكش تحسن دال قيمش بويل نخشي قومي شاش خارجن والش باتشان تاهيتن صن غون شيخل إيش صبرت بولش صنوغن دعوال إيش طلعن برسة هند ألش قمار شوني ستوش دقو ويحيو كنتي دي الخلا وين مخار دال ويقوم برسع بويل وزن ديلا Семья и родственники Кусамы Масхадовой, как и сотни тысяч жителей Чечни, приняли участие в выборах, прошедших в воскресенье, тем самым связав свое будущее с этой республикой и страной. دال مؤلها نخشي شو تويلرن مصو متك خزيلرن نخشي قوم برت ساخ بولدير مصوهم خزخدل تن اتو بالدير
أغدقتن خارجمش بننقص أو تنتسلق خارجمش ما شربول دير برت بول دير إيش يستويش دقوك أنت دير الخل دير أو تسن أرتسق أو تسبق خارج تغن ليش دينا تشين مت قخيل شهد دلور دريتي أل خيط قصن دالتون إني حنر دل أل خيط قصن. В столице сегодня прошел Московский финансовый форум. Представители власти и бизнеса обсуждают финансовую стратегию России на ближайшие годы и формирование новых источников дохода в бюджет. В этом мероприятии принимает участие и делегация из Чеченской Республики во главе с председателем правительства Абубакаром Эдельгиреевым. Среди основных вопросов форума и трехлетний бюджет страны. Его подготовка находится на финальной стадии. Тем временем Чеченская Республика расширяет инвестиционную площадку. В одном натеречном районе планируют запустить 8 инвестиционных проектов. Почти на стадии завершения находится исследовательская геостанция. Пока это единственный такого рода проект в республике. Розана Цамаева с подробностями. Пока здесь только голые стены. Однако в скором времени на этом месте появится лаборатория по анализу грунтовых почв и воды. Геолог по образованию Хайсагуная, владелец, инвестор и рабочий в одном лице. Строить вместе со всей своей семьей этот комплекс он начал в прошлом году. Помимо самой лаборатории, на площади в полгектара будет располагаться хранилище для грунтов, сейсмостанция и ангары для бурового оборудования. Мы будем оказывать услуги организациям, которые выполняют инженерные изыскания для строительства, то есть нашим республиканским, а также и тем, которые у нас на субподряде работают в республике. При изысканиях отбирается значительное количество образцов грунтов, горных пород, их в последующем надо испытывать. Вот испытание этих образцов и планируется на нашей лаборатории. До сих пор подобных исследовательских геостанций в республике не было, и грунтовую почву приходилось отправлять на анализ в другие регионы. Новая лаборатория будет представлять собой суперсовременную автоматизированную систему. Это последняя разработка пензенских ученых. Объект позволит трудоустроить до 15 человек. А это искусственный водоем общей площадью до 3 гектаров. Этой весной здесь запустили 3 вида малька. Уже в ноябре планируется вылов до 15 тонн рыбы. Озеро питается грунтовыми водами, а совсем недавно здесь начали бурить артезианскую скважину. Водоем планируют увеличить до 6 гектаров, а добытый улов белого амура, толстолобика и зеркального карпа будут реализовывать на местном рынке. В натеречном районе на этот момент на стадии реализации 8 инвестпроектов на общую сумму 86 миллионов рублей. А это значит до 100 новых рабочих мест. Есть и планируемые проекты. Значит, по 9 проектам, значит, предложениям от инвесторов у нас уже разработана разрешительная документация, по которым начата процедура их согласования. По своим проектным затратам они составляют больше 120 миллионов рублей, и значит создание новых дополнительных мест тоже свыше 80. Глава администрации Натеречного муниципального района уделяет пристальное и большое внимание, значит, развитию инвестиционной политики. Кроме этого, в районе разработана и утверждена муниципальная программа по развитию малого и среднего предпринимательства. В ее рамках начинающим бизнесменам будут выделяться гранты для реализации своих проектов. Розана Цамаева, Шамиль Саламов и Дани Хавхаров. Новости. Региональный общественный фонд имени Кадырова продолжает оказывать поддержку нуждающимся. На этот раз денежную помощь оказали семьям Борщиговых и Халаевых. Сын Кометы с 2 лет болеет мышечной дистрофией, а дочери Умани 2 года назад врачи диагностировали опухоль головного мозга. Помимо дорогостоящих операций, денег не хватало и на лекарства. Теперь обе семьи смогут продолжить лечение детей. Обратиться в фонде, чтобы я мог считать больницы, второй ясер, так как имеется Рамзан, а что ж выделить? زنگ شاید لیشو قول شدو ساق آخری غداینا اشت هرفون دیو خی ایمان اسمش نگن غدای خی سینا وقتی داد ستیل دکترش یه انیرسو سونون دکتر قلین دال ساق دویتن شندیزم ندیر.
В Грозном идет масштабная работа по реконструкции и модернизации подземных коммуникаций. Всего в городе в эксплуатации находится 51 километр сетей ливневых канализаций. В этом году заложено строительство еще 10 километров. Проблемные участки наиболее подвержены затоплению во время обильных осадков. Один из таких находится в Октябрьском районе, где уже активно ведутся работы. Продолжит Тинатин Музашвили. Говорят, у природы нет плохой погоды. Однако жители некоторых районов Грозного с этим не согласятся. Ведь даже небольшой дождь может спровоцировать настоящий потоп на улицах столицы. С этой проблемой пешеходов и водителей активно борется городская администрация. Специалисты проводят реконструкцию ряда улиц, прокладывая ливневую канализацию. Производят также прочистку путей. На этот раз масштабные работы ведутся в Октябрьском районе, где из-за осадков затапливались частные дворы. По улице Ханкальской рабочие прокладывают ливневую канализацию. Для сохранения целостности дорожного покрытия при выполнении этой работы специалисты применят технологию горизонтально направленного бурения. Ливневая система данная, она была совершенно необходима. Это решение очень важное и своевременное. Работы ведутся интенсивно муниципальными организациями. Мы используем трубы, керамические трубы диаметром 500 мм, толщиной стенки 4-5 см. Это очень прочная, очень долговечная труба. Срок ее службы составляет не менее 50-70 лет. Городские власти планируют выстроить в Октябрьском районе разветвленную сеть ливневой канализации общей протяженностью 3 километра. Она возьмет свое начало от пересечения улиц Узуева и Багратиона с выходом на Ханкальскую. На улице Митаева трубопровод пройдет под железнодорожными путями. Параллельно ведется восстановление водоприемных каналов в поселке Мичурина, которые активно расчищаются и углубляются. إن أرجع دوي أرجع هذه أروى كوك باقة نتكيوش ديك يقطع عليه بس دور جزته بيت خدر قجلوش إيش وعادي خان كاسكو سوكر ميل دو يقطع حدور هين سر توربو يلش حديث سريع مصو خين توربو يلش أسود بلش وقت غيرش بولش تدو ده رز غير دولين شنو هردق دي أن شنو. По словам представителей мэрии, по завершению всех работ проблема водоотведения в этой части Октябрьского района будет решена. До конца года ливневую канализацию проложат на 21 улице. Тинатин Музашвили, Ислам Расуев. Новости. И о новостях спорта. Меньше 2 недель осталось до начала финальных поединков турнира «Ахмат Гран-при-2016». По его результатам определятся не только победители, но и обладатели поясов лиги WFCA. В 8 поединках примут участие 13 представителей клуба «Ахмат». За тренировкой спортсменов наблюдал мой коллега Изнаур Заурбеков. Ежедневные усердные тренировки в стойке и партере. Так проходит подготовка бойцов клуба «Ахмат» к финальным поединкам турнира «Гран-при Ахмат» по смешанным единоборствам, который пройдет в спортивном комплексе «Колизей» 4 октября. Сегодня они отрабатывают технику ведения боя и обманные маневры для захвата инициативы. Любой проход делаем с обманным движением. Сначала показывайте, проходите. А не надо отсюда проходить. Он вас ударом встретит. Надо сделать так, чтобы он отходил от вашего удара. Видите? Вот я показал, видите, он отходит. Вот, момент. Если будут проходить напрямую, вы получите удар. Или коленом, или рукой. Поэтому показывайте одно, делайте совершенно другое. Всего в финале пройдет 8 боев, где сойдутся 16 лучших в своих весовых категориях спортсменов. 13 из них представляют клуб «Ахмат». За ходом тренировок наблюдал и президент клуба Абузейд Висмурадов. В рамках вечера пройдут и 3 боя с участием сыновей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Весь состав на гран-при финал «Ахмат», все сборы. Алхамдулилlah, все без травм подошли к турниру. Сейчас ребята находятся в очень хорошей форме, я всеми доволен. Я думаю, это будет дополнительный бонус для наших болельщиков увидеть красивые, хорошие, зрелищные бои. Запланировано 3 поединка, которые будут участвовать сыновья Рамзана Ахматовича Кадырова. Это будет дополнительное украшение для нашего турнира. Лига всемирного бойцовского чемпионата «Ахмат» WFCA создана 1,5 года назад. И по итогам предстоящего турнира будут определены ее первые чемпионы в 8 весовых категориях. Спортсмены признаются, что такое достижение очень ценно для всех. На данный момент для меня это самое
значимый турнир, и этот пояс для меня самый важный сейчас. Очень усердно готовимся. Мы до этих сборов еще в казино три недели сбор провели, чисто по вольной борьбе. Сейчас приехали сюда, в Гудермесе, тоже 3 недели здесь сбор проводим. Очень хорошо и усердно тренировались. Мы все, так сказать, я не за себя буду говорить, за всех скажу, все готовы на 100%. Это мой самый важный бой всей моей карьере и самый это для чеченца, для патриота своей родины. Это пояс значит все. Мы идем к нему. В некоторых боях встретятся и представители клуба «Ахмат». Все поединки за чемпионские пояса обещают быть зрелищными. И любители смешанных единоборств уже готовы к ним. До финальных боев турнира осталось меньше 2 недель. Организаторы говорят, что еще не определились с очередностью проведения боев, так как по своему уровню они равнозначны. Изнаур Заурбеков, Муслим Типаев и Алаш Аздамиров. Новости. Это все новости к этому часу. Я желаю вам всего доброго. Оставайтесь с Грозным.